Красавчик. Андрюхин красавчик. Это просто шедевр Дальнего Востока. И не только Дальнего Востока, но и ближнего, так скажем, зарубежья. Андрюха такой молодец, что он следит за своим красавчиком, как никто не следит другой. Саня же, да? Это Саня наш. Ну, здорово, Андрюха. Нормально. Александр. Вова, очень приятно. Еще не знакомы. Андрюха. Саня. Ну, все. Ты не смотри, на видео или где-то там в картинках все красиво, в жизни совсем все по-другому, да. Пожалуйста, флаги. Подарки, вот один пришел подарки. А как ты хотел? Ты в Якутию приезжаешь, все подарки этот дарят. Ну хорошо, спасибо. У тебя, кстати, флагов нету? Не, у меня, видишь, вон родина только. А, ну родина, понятно. Родина без нее никак. Ёлки-палки. Блин, Андрюха, я вот думал, да, над твоим словом, блин, ну, чтобы они были прописными, да. Ага. А я подумал, думаю, блин, вот сюда поместится него, и как раз он помещается, блин. Да? Да. Борода компания. Да. Ну, ага, понял. Ну, хорошо. Короче, А это какой цвет, я не пойму, будет? Черный и серый. Короче, получается, это же на светлую машину надо клеить вот это вот, да? Бумажка отклеивается, она остается вот на этой пленке. Вот она. Да. Блин, вот кепка вот эта вот, да, я смотрю, она вообще прям вот реально под мою куртку. слушай, это не моя кепка? Это не твоя, да, вот видишь, это моя, вот она, видишь? Подожди, я у Гиви брал такую. А, у Гиба? У меня в машине лежит. Все, я, значит... У тебя тоже такая же? Не, у меня нет, я тебе говорю, вот, видишь, вот, Ну да. под вот это название. А, ты, да? Так, погоди. Это моя, ты что, вот доказательство, да? Куда ты дел, да? На, подарок, на. Да, я зайду к Гиве возьму, ты У тебя фрейдлайнер, это меня подарок будет. Блин, оставил, от души Ты оставил. почему не хочешь? Все. Давай я тебе дарю. Все. Вот напросился, да, блин, вообще, блин. У меня сейчас будет, Да я буду сейчас ездить с Сахой. У меня Саха есть. Зачем мне две кепки? Посмотри, вот сколько кепок, ё-моё, посмотри. Сливай. Это куда поехал? Ладно, власть Я поменялась. Да. Андрюха вот заварил совсем нам кофе. Какой-то настоящий кофе. Вот такой вот кофе. Вот так вот выглядит. Молотый. Молотый. Это нерастворимый, мы растворимый. Нерастворимый. Вот. Но, тем не менее, это к чему разговор? То, что все культурно, все правильно. Никакого без алкоголя. этого спиртного, да? Да, все правильно. Не, у меня со Настоящий спиртным кофе. строго. Идем встречать Илюху. Он в Якутске первый раз. Вот идем с Саньком встречать сейчас. Вот и Илюха. Добрался. Молоток. Друзья, в Якутске второй день. Доброе утро. Вчера встретились с друзьями, посидели хорошенько. Ну, нормально посидели, в общем. Общались и так далее. Меня выгрузили вчера. Я, короче, совместил приятное с полезным. Пока меня выгружали, Саня экскурсию меня провел. Сегодня говорят, что перекрыта дорога от Улу до Алдана, вроде как снег очень сильный. В Якутске тоже за вчерашний день насыпало снега, скользко очень сильно сейчас. Прям очень сильно. Температура воздуха -3. Вот такая погода в Якутске 3 апреля. В общем, я сейчас еду к парням туда, где они стоят, на площадку. Постою там, или припаркуюсь, пока постою там, подумаю, что делать дальше, ехать, не ехать мне. У меня еще осталось 2 места выгрузки, это в Бестяхе и в Алдане, на обратном пути. Ну там чуть-чуть. Коробка и 2 колеса, всего-навсего. Проводятся, по-моему, лыжные какие-то эстафеты, мероприятия. Машин, смотрите, полно, людей. Ага, вот эти ребята. Дэвид Блейн. А вон и Андрюха Такоптранс. Сегодня я стою на его месте. А он сегодня на разгрузке. В общем, друзья, я потопал в сторону, короче, из Якутска в сторону дома.
Ребята вон стоят. Хорошо мы провели время. Вон Илюха, Андрюха Такоп. Вот они все. И Саня Эверстов, который нас встречал здесь. Организовал нам мероприятия, шашлыки там и так далее. В его автобусе мы сидели, стол там организовали. В общем, дружная, веселая компания. Ребята, всем спасибо. Офигенно. Офигенно пообщались, посидели, поговорили. Все, я уже попрощался и выдвигаюсь. Мне нужно... Я думал, завтра пойду, но сегодня оказалось, что нужно доставить груз оставшийся. 2 этих колеса. Здесь без тяхи человек ждет. Поэтому я на переправу. Вот здесь, друзья. Вот здесь. Когда я шел сюда, переезжал через Хатассы. А сейчас еду на Бестях. Через 200 метров поверните направо. Начиная отсюда, еще на лед не заехали, 16 километров до до Нижнего Бестяха. Смотрите-ка, здесь вон плиты положили. 200 метров поверните налево. Ровно, почти что ровно. Ну, не день в день, но месяц в месяц не было меня год здесь. Изменения произошли. Поверните налево. У нас зеленый светофор, Поверните направо. знак еще 40 тонн. И поехали потихонечку. Примерно 11 километров. Думаю, друзья, в этом году это тоже закрытие перед навигацией. Это мое закрытие этого сезона. Хотя единственное, всего лишь я раз съездил сюда по льду. Надеюсь, я еще буду сюда приезжать, когда будут ходить паромы. Так что с Якутией я, естественно, не прощаюсь. Тепло здесь, встретила хорошо, и солнышко было, и по трассе, в принципе, нормально было. Итак, братцы, берег. То, что я по льду ехал там, ну ничего такого. Берег тоже абсолютно идеальный. Просто превосходный. Никаких нюансов. Езжай, как говорится, не хочу. Еще 40 тонн знак висит. В понедельник, вроде как завтра, будет уже вроде как 20. О, я тем более сейчас уже пустой шел. Все, друзья, едем дальше. Пока, Якутск. Здесь раньше была гравийка, сейчас бетонка. Тоже изменения произошли. Отлично. Приезжали подписчики, случайно увидели индейца. Пофотографировались, пообщались, поговорились, обменялись телефонами. Приехал человек, колеса не будут класть наверх, вон туда, запаски. Все. Короче, выезжая со стороны Мая, ни разу не ездил, но я тут немножко проехал, 300 метров. Налево Большой Невер, направо Якутск и Магадан, в общем, вот отсюда выезжаю. Скользко, капец. Дорога сейчас сложная, ребята ищут по возможности где-то ждать этот. Идет снег и не знаю, в общем. Но я проеду 130 километров и там попробую, ну не попробую, а там заночую, на Легионе. Кафе Легион. Легион. Короче, покушал лагман, острую морковку и чай с лимоном. Лагман огромная порция, за все это 300, что-то 50 рублей, 30, что-то такое дело. Недорого весьма. Сзади там КамАЗ, ребята мучаются с колесом. Ну, уже поставили. Думаю, обойду я на ночь, посмотрю колеса. Чтобы уже спать спокойно, если, допустим, ну, все целое. Если не целое, ну, значит, тоже придется. Наверное, завтра, сегодня уже ничего не буду, если даже что-то вдруг
Смотрите, сколько снега. Ну не по колено, но нормально так. Снег чистенький, свеженький. На улице прохладно. Вот смотрите по подножку. Вроде все цело. Все, спать. Доброе утро. Только открыл глаза. На улице уже светло. Все разъехались. Почти. Так, что там у нас? На улице температура -7. Это не на улице, это температура двигателя. А снег идет, ребята. Следов моих вчерашних уже и не осталось. Короче, вчера что-то я нажал тормоз и услышал шипение. А я сюда хочу поставить шланги прямые. Думаю, что-то произошло где-то. Кстати, да. Шланги менять. Ничего не поделаешь, надо делать. Это подкачка. Нашел все необходимое, уже закрутил. Сейчас пойдем. Короче, подвешу вот тот кабель, который электрический. Он там мешается, он ломает на поворотах. Ныряем. Сейчас этот кабель как-то надо подвесить. Закрепил, короче, вот так пока что. Здесь коммутальник взял, чтобы тут не раскачивался. Там подвесил. Все. Тут кабель не должен мешать этим. Не будет между ними запутываться. Между этими витками. Снежочек идет. А мы, наверное, двинем. Так осталось тронуться. Тоже еще тот случай. Ага, колодки прилеплю. Небольшую раскачку. Пошел. Все, задние колеса. Что там у нас? Все крутятся с этой стороны. С этой стороны сейчас посмотрим. Тоже все крутятся. Поехали. Ну что, погнали направо. Федералочка. Немного солнца в этом месте. Это еще не доезжая Улу. Где-то прорехи в небе. Снег все усиливается. Подъезжаю к Томоту, спускаюсь еще вниз. Температура -4. Снег усилился еще сильнее. Въехали в Томот, ребятки. Сегодня 4 апреля 2022 год. До этого момента, ребята, я никогда не проезжал мимо, всегда останавливался. А сейчас почему-то еду дальше.
Удивительно, но факт. По пути от Томота к Алдану такая вот погода. Машины идут навстречу, заснеженные капоты, решетки радиаторов. Если есть БелАЗы, которые тут ездят, то есть еще и эвакуаторы БелАЗов, которые тут тоже есть. Серьезные мероприятия, я вам скажу. Не видел ничего подобного. БелАЗный эвакуатор. Когда я был пацаном, я все называл БелАЗным. Значит, мощным, могучим, здоровым, быстрым, сильным, скоростным. БелАЗная машина. Проехали Нижний Куранах, подъезжаем к Алдану. Вот такая вот погода. Может быть, она и пасмурная, но на асфальте. Асфальт сухой даже. Я знал, что в этих краях погода меняется каждые там сколько-то километров. Еще и 5 минут не прошло. Вот так вот пошло. И еще чуть ближе к Алдану. Жесть полная. До Алдана 20 километров. И еще спустя пару-тройку минут. Хочу показать вам лапы, ребят. Вот так они свисают. Вот такие вот лапки. У меня они еще вот такие, а вот у парня, где там лапы, так лапы. А? Тут вообще килограмм, наверное, по 800. Да я шучу. Но не слабо так. Хотел сходить покушать. Алдан. Все тут занесено снегом. Заодно сходил в магазин, ребят. Затарился. Тут несу вот эти пакеты, вот эти два, и воду. Вот, мужик идет навстречу, ну, водила, наверное. Че, говорит, на перевале проголодались все, да? Короче, я так понял. Там у них зависало было. Ну, да, в машине должно это быть всегда что-то. Колбаски вот взял. Копченый, или как полукопченый, или как там, сырокопченый взял. Но долгоиграющий, простой там. Ну, в общем, чтобы было. И вода, чай, все такое. Поедем дальше сейчас. Хотел в кафешку сходить, блин, закрыто. Ладно. На Хатыми, наверное, поем. Подзаправился, ребятки, Алдан полный. Весь заполненный. Везде лежит снег. Опасный участок. Отсыпан щебенкой, не знаю, наверное, с солью. Потому что везде скользко. А здесь отлично. Видите, люди работают. Мы здесь работаем. Люди в курсе. Что тут происходит, не ясно. Вообще не ясно. Перегородили, машинам закрыли дорогу. Короче, ребят, тема такая. Ехал, стоит он там КамАЗ. Он аж убежал с дороги. Аж убежал. Лопатой вот так машет. Я вылетаю, короче, сюда уже на тормозах. Но я остановился. Машину и так, и сяк. Но я за счет обочины успел остановиться. Я боюсь, как бы мне в жопу сейчас что-нибудь не пришло. Вот это страшно. Он говорит, что это автовоз залетел, но каким-то образом он умудрился выехать. То есть... Вообще капец. Этот думал, что я не удержусь, что я уйду сейчас. Короче, вот этому парню, ну я не знаю, повезло, не повезло, машины все целые.
Но кабину он там подзамял, отломил подглушитель кронштейн. Ну, на ходу, короче. Вот то, что снег улетел. Это капец. Короче, он КамАЗ, не знаю, что там, пытается потащить фуру. Ничего не может сделать его боком. Он ее выдовый, короче. И не может ее потащить. Его тащит назад, походу. Ну, я не знаю, что там происходит. Ну, короче, капец какой-то. Автокран тяжелый, выдовый. Полностью передний привод, вон буксует. Пытается тащить. На горке затор. Кран тащит этого еле-еле. Он выдовый, кран тяжелый, еле тащит. Тут пока некуда, мы спуститься тоже не можем. Полностью затор. Ахтовка смотрит тут затор, решила проехать там. А там, походу, навстречу тоже какой-то КамАЗ. И в итоге этот задом пялится. Погода ухудшается, братцы. Я попробую проехать. На цепях. Короче, парни, я еду вниз. Пару цепок набросил, я пустой на Америке. Давайте я вниз сейчас спущусь и посмотрю, что там есть, кто сверху, никто наверх не идет. Я вниз спущусь, расскажу ситуацию. Постой, Америка, на спуск пошел. Давайте, ребята, это, на подъем не поднимайте. Сзади меня трал выдол, идем вниз. На замочке иду. Подскажи, пожалуйста, как пройдешь, крикни, это и века анализ. Там ближе, ребят, к подъему скользко. Но проезд есть. И даже на встречке есть машина, но проезд есть между ними. Приняли, спасибо. За мной трал идет, аккуратнее, там идет трал. Спрашивайте. Понял. Последний подъемчик. Перед Титом с этой стороны. Здесь он не страшен. Тит во всей своей красе. Страшное дело, ребят. Что тут непонятно вообще? Сложило. Жестко. Ну, вроде ничего не упало. Что самое интересное, и все вроде нормально поддается. Вот здесь я даже буксую.
Хатыми, ребят. Все забито. Все забито. Пойду покушаю. Ну что, проехал за Хатыми немного, не знаю. Но Дурай там, наверное, все-таки снежный. Здесь асфальт. И как будто и снега-то, по-моему, не было. Ну, может, почищили с утра. Короче, вот так, ребятки. Все меняется. Перевал Дурай, ребята. Заранее предупреждали, что машинки стоят на подъеме. Не успел снять тут в конце подъемчика тоже. Как я и говорил тогда с Илюхой, когда мы ехали. Здесь машины встают. Но когда мы ехали, была хорошая погода. И снега не было. Почистили и засыпали уже. А сейчас как раз они попали в этот снежную ситуацию. Старик простит ей, что она украла его автомат. Он, наверное, простит ей что угодно. Невнятно пробормотал он, жуя. «Изумрудный город», — скривился Гомер. Итак, друзья, Лапри. Что-то я не могу понять. Ночь на дворе, машин. Как я приехал, не было, так и нету. Вообще машин нету. Где они все? Сейчас ночь. Я лег где-то во сколько? Часов, наверное, 10:30. И сейчас даже не знаю, сколько времени. Ну, в общем, надо на будильник взглянуть. Сейчас я вам скажу. А сейчас 2 часа 43 минуты. Температура воздуха минус 16-17. Пироженку. Сейчас съем, мотор чуть прогреется. Обошел машинку, все нормально. Колеса целые. Пока мы далеко не уехали от границы Якутии. Сколько тут? Ну, меньше 50 километров. Ну, около этого сейчас. Значит, какой меньше? Меньше, наверное, 40 сейчас от границы. Смотрите. Снега. Снега почти нету. Вот так вот. Короче, ребят, заезжаю в Тынду. Утро еще, 4 часа утра. Температура воздуха минус 20, но там вот на крестике было минус 21. Самая холодная температура, которая была на протяжении всего маршрута за этот рейс. На выходе из Тынды шиномонтажка минус 16. Сейчас начнут топтать упавших, потом стрелять по безоружным. Зеркала пришлось снять, ребята. Дорога действительно сейчас такая, что эти зеркала не выдерживают сами стойки. Здесь сломалось, здесь повылетали резинки. Сейчас она без нагрузки не так будет. Здесь я уже переделывал стойку, и она держится. Ту я переделаю потом. Хочу показать сейчас вокруг машину, что там, как, иначе потом все же растает. Вот после боевого крещения, как все выглядит. Вот так вот. То есть осталось мне до асфальта, можно сказать, не так много. Ну сколько? 5 минут, наверное, до асфальта. Вот хочу показать, как там все выглядит, друзья. Это Якутия. Ничего против Якутии не имею. Очень нравятся мне эти края. Смотрите, какой тюнинг тут прям вообще. Да? Спасибо, Якутия пропустила. Туда и обратно. Была хорошая погода. И дедушке Титу спасибо. Ну а я продолжаю свой путь. До Соловьевска осталось всего ничего, километров, не знаю, 5 может. Вот. И 6 утра. Я приехал сюда в 6 утра. И исковерканные болезнью уроды. У кого-то были фонарики, другие уже не нуждались в свете. Те, что лежали, обороняли туннель. Значит, ситуация на Тульской была не такой уж сложной. Все. Может быть, захватчики давно покинули станцию, оставив затворы запертыми. Ну что, друзья, Соловьевск. Вот и весь снег. Из зимы, как говорится. Ну, не в лето, конечно, но
в весну. Лед еще на речке. Это же надо. Вчера были такие огромные сугробы. Ну что делать? География, она такая. Круг почета. И мы на Хабаровск. 1175 километров. Заправился маленько. На улице прохладненько. Прям вот прохладненько. Здесь-то хорошо. Что там пишет у нас температура? Всего лишь -8. На Большом Невере -8. Тут такой дубак, не то что в Якутии. Короче, мне до места погрузки осталось. Короче, не знаю, за 2 часа должен успеть. Макдагач. Семерочки. Еще пыль не развеялась от того, как я подъехал. Снег? Нет, не слышал. Подходил сейчас парень. Познакомились. Говорит, что подписчик. Короче, покушал, братцы. Еду грузиться. В этот раз занесла меня не легенькая или легенькая в Макдагаче. Сворачиваем на Макдагач. Если ехать прямо в противоположном направлении назад, попадаем на Тыгду. А где-то здесь Макдагаче. Честно говоря, я так и не понял пока, куда ехать. Где-то эстакада какая-то, не знаю, там паровозная. Короче, дорога чуть ли не федерального значения, да? Тоже станция Макдагаче. На пальцах объяснили, куда ехать. На пальцах. Да. Уж. В общем, какая-то разруха, да. По-другому не скажешь. Не знаю, может что-то здесь собираются строить. Может быть. Для чего-то же это все сломали. Откуда дровишки? Из Макдагача вестимо. Короче, загрузился, друзья. Пиломатериалом. Приехал, проверил, у меня тент порванный сверху, зашил его веревками. Ну так, застрочил, но он все равно остается дырявым. Это чтобы он не разлетелся, и то не факт. Пару строп еще сверху кинул на всякий случай, протянул его. Вон они торчат. Короче, вот так вот. Короче, ветерок дует, погода прохладненькая, но снега нету. Я бы не сказал, что прям очень-то холодно. Снега нету. И самое главное, что то, что куда я сейчас поеду в сторону Хабаровска, вроде как там метет, не по-детски. Крышу сорвало. Сверху шифера был этот, сорвало нафиг, рубероид или что-то там, стекломаст или как он там. До Хабаровска 10:26, знак упал от ветра. Походу и сюда этот снег придет, потому что ветрит. Он этот погнулся или трактор погнул, не знаю. Короче, тут что-то все упало, все погнулось. Серьезный такой агрегатик, липхерок. А тральчик такой маленький, узенький. Если честно, я бы полез на эту башню, чтобы фонарик поменять. Вот мне бы хотелось бы туда забраться. На
самый верх. Короче, ребят, ехали и наконец приехали. Все, пробка. Пробка. Капец. Собрались же все в одном месте, блин. Ночь на дворе, машин почти нету. Короче, не доезжая на Обурейска, еще не знаю сколько там километров. Гололед страшнейший. Сегодня тут шпарил снег с неимоверной силой. Кое-где растаяло, кое-где нет. Сейчас выстроилась, я так понимаю, очередь где-то. До Новобура еще километров, наверное, может быть 20. Завитинск уже прошли. В общем, что происходит, не знаю. Хотелось бы доехать до Новобура, уже спать лечь. Ну вот, короче, вот так колонна остановилась. Короче, говорят, вот из Весткового примерно столько. Мы там в цепи одевают, стоят, скорейку ждут, Хабалов, коллеги сейчас не могут отъехать, по сухому стоят нахуй. Там, блядь, пиздец, я хуй знаю, блядь. Короче, вот ребята стоят, одевают цепи. Нахрена американец стоит, вообще не ясно. Огоньки. Скоро будет Новобурейский. Почти добрались. Очень неровная, скользкая дорога. Так-то она ровная, но вот от того, что лед замерз, бугристый. Жесть. Кто-то на подъем не заехал. Здесь был идеальнейший ровный асфальт. Смотрите, что творится. Заморозилось к вечеру все. Вот такими шишками. Трал не может подняться. Все, Новобур. И вроде тут дорожка почище. Добрались. Ну что можно сказать. Сегодня утром я выехал с Лапрей. Уже загрузился и добрался до Новобура. Неплохой такой бросок с учетом погрузки. Вот она, парковочка. Посмотрю, будет ли место на Стелле. Я хочу на Стеллу. Все, вот и моя любимая Стелла. Я согласен. Что, прошли мы этот пост весовой. Все, швартуемся тоже. Здесь вот, ну здесь забито все.